Библиосфера. О книгах и не только. Закир Шакиров. Закир Шакиров родился в 1881 году. Он известный башкирский педагог, лингвист, языковед. В нашем отделе хранятся многие его труды, статьи в научных журналах, таких журналах, как «Башкорт Аймагы», «Культура революции» и других периодических изданиях, допустим, газетах. Его такие труды, как «Башкирский язык для русских школ», «Башкирский язык для старших школ» очень в то время были популярны, и одни из самых первых книг по изучению нынешнего башкирского языка. Он один из основателей этого языка. Долгие годы Закир Шакиров также работал в нынешнем Башкирском государственном университете, тогда он назывался Башкирский педагогический институт имени Тимирязева. Он добился открытия аспирантуры башкирского языка и литературы в 1944 году. И там же выпустились его первые аспиранты, это Зиннатуллина и Магасумова. В дальнейшем очень популярные тоже педагоги, языковеды и литературоведы. Также он работал в Академии наук, нынешний это УФИСРАН, с тем коллективом в то время, Сагит Мрасовым и другими известными учеными. Они выезжали в экспедиции, записывали фольклор, народные песни башкирские. Самый известный факт, что Закир Шакиров нашел самые популярные стихотворения Мифтахиддина Акмуллы «Башкорттарым укол карак». Он также изучал биографию Мухаммада Селима Умедбаева, писал биографию известного татарского поэта Габдулла Тукая, указывая, что его мать по национальности башкир, оказывается. Закир Шакиров также отец Мидхата Шакирова. Мидхат Шакиров был первым секретарем обкома башкирской КПСС, а дочь тоже очень популярный педагог, профессор Лия Шакирова. Она долгие годы проработала в Татарстане, заслуженный работник образования. Также в третьем поколении сын, получается, Мидхата Шакирова, внук Закира Шакирова. Рифхат Шакиров тоже стал доктором технических наук. Получается, у них такая плеяда ученых, докторов. Мы только начинаем понимать, какой колоссальный труд Закир Шакиров делал и в какой вклад внес он в развитие башкирского языка, также и литературы, и фольклора. Не до конца еще изучены многие его статьи, их надо собрать в один сборник и выпустить одной книгой. В фонде книги его хранятся на старотюркском, то есть на арабской графике, на латинской графике башкирского языка. Также есть некоторые статьи на кириллице. В основном на латинской и на арабской графике книги. Он изучал географию, писал книги про географию тоже. Также имеется труд у него по исламской теологии, один из самых первых его трудов в сфере языкознания.